Почему я, как председатель постоянной комиссии, решил лично собрать, и как депутат, лично собрать пресс-конференцию, ну, последней каплей, что ли, стало то, что многие наши граждане и должностные лица почему-то забывают, что на территории Гагаузии нет отдельного закона об общественном телевидении, и трактуют все, кричат: держи, караул, нас грабят, убивают и так далее. Когда и это доводится через средства массовой информации до общественности, фактически ложь доводится. Я прошу всем учесть одно, что на территории Гагаузии сейчас действует закон о телевидении и радио Гагаузии, а не об общественном телевидении. Он регламентирует не только деятельность общественного телевидения, но регламентирует и другие средства массовой информации, телевидения и радио. И когда вносятся изменения в этот закон или что, это не говорит о том, что вносятся изменения только или ликвидируются, скажем так, как любит у нас работник телевидения господин Добров говорит, ликвидируется общественное телевидение, ГРТ ликвидируется. Даже со слов, не знаю, эфемерных, 10, придумано, что даже 10 тысяч евро затратится на это. И обратите внимание, никто не читает до конца закон. Самая большая проблема, уважаемые друзья, это в том, что никто не читает до конца закон. Он опубликован. Последние изменения внесены после слушания 20 числа, 22 числа и 22 же числа этого месяца февраля опубликованы. С чем мы согласились, с чем комиссия согласилась, с чем не согласилась и так далее. Они опубликованы. И я вообще удивляюсь, когда вчера, допустим, идет по телевидению передача, обсуждаем вместе, по-моему, или лицом к лицу, или обсуждаем вместе идет, и люди оперируют понятиями в проекте закона, который был в январе месяце. И где же тогда корреспондент, который ведет, или ведущая, которая ведет это, где этическая сторона этого вопроса, где, куда? Она даже не изучила вопрос. В январе месяце опубликовано, она оперирует категориями, которые в январе. Вот там есть зам по финансам. Да нет зама по финансам. Есть главный бухгалтер компании. Читайте закон, опубликован с 22 числа. Я почему говорю, читайте, потом говорите. Мы начинаем обсуждать и кричать со слов чьих-то. Комиссия пришла к выводу, когда Тарнавский написал, другие люди говорили, куча поступило предложений, обоснований, почему так. Мы сели, подумали, там очень много других изменений есть. Что касается общественного телевидения, но там есть и другое телевидение, там есть и радио другое, не только общественное телевидение. И не надо сейчас говорить, что нельзя трогать этот закон, потому что это общественное телевидение. Я сейчас дальше пройду, что, когда кричат не трогать, что это значит, что вы хотите защищать. Я-то понимаю, что хотят защищать некоторые. Та же госпожа Харламенко, видать, хочет это защищать. Я не хочу по именам ходить, но когда говорят, что выступают вчера и говорят, только Бургуджи, Константинов и так далее, Нейковчин вообще говорит, что меня чуть ли не нашел в подворотне, отдел обобрал, отодрал, обобрал или что там сделал, потом усадил на эту должность. Это вообще абсурд. То есть, ну ничего, это пусть он так делает. Но дело не в этом, мне не обидно, просто это доводится до сведения. Каждый говорит в меру своей испорченности или в меру своей воспитанности, скажем так. Люди-то понимают хорошо это. Но это доводится до сведения всех, которые, в принципе, не читали. Но вы-то, кто это выступает в передачах, кто участвует, они-то должны знать, читать это.
Ну, того же депутата подставили Ивана Павловича Федорова. Человек говорит, что я еще не читал, носятся изменения, все идет. Нет, его подводят так, что и насмех поднимать. Человек со стороны смотрит, какие же депутаты дураки. Вот. Он правильно говорит, что мы изучаем это. Нет масла в огонь, давайте так, давайте. Ну ладно, бог с ним. Идем дальше. Я хочу сказать, прежде чем писать что-то, что Борис, что из-за того, что от госпожи Харламенко хотят избавиться, меняет закон, это сказки Венского леса. Надо, слишком много о себе думают, наверное, чтобы целый закон менять, чтобы от меня избавиться. Ничего подобного. Мы вносим корректировки в законы, чтобы было понятно, куда тратятся финансовые средства, выделяемые, датируемые из бюджета. Запомните, что бюджет не обязан финансировать общественное телевидение. Читайте международное право. Мы даем средства, вышки, все и так далее. Часть финансируем, пока раскрутится, уже раскрутилось. Дальше мы можем и не финансировать. Но мы продолжаем от имени государства финансировать, датировать. Последние, вот смотрите, адресовано к нам 19 февраля, исходящие от счетной палаты 19 февраля 2016 года. Только приведу, почему кричат несколько цифр, почему кричат, ликвидируют телевидение, ликвидируют ГРТ и так далее. Никто не ликвидирует ГРТ. Бренд остается. ГРТ остается. Название ГРТ остается. Гагаузский, правильно. Депутаты согласятся, будет. Согласятся изменить, будет другое. Но это предложение комиссии. Нравится это кому-то или нет, это комиссия предлагает. И комиссия не действует по своему усмотрению. Инициатор внесения изменений, дополнения и нового варианта или новой версии, как хотите говорите, законопроекта, потому что слишком много изменений, это Народное собрание Гагаузии. Согласно постановлению Народного собрания, оно поручило нашей комиссии это делать. Мы делаем. Это не моя прихоть, не прихоть Константинова, не прихоть Тарнавского и так далее. Это есть постановление комиссии, проголосованное, утвержденное. И поэтому я бы попросил, чтобы средства массовой информации доводили вот эту часть, потом пусть комментируют как хотят, но вот эту часть объективно доводили. Я хочу привести буквально несколько примеров, которые написано, что счетная палата говорит, там много есть, но я приведу несколько, что применение данных методов руководства обусловило увеличение размера заработной платы отдельных сотрудников до 4 раз от установленного должностного оклада, что привело к значительным излишним выплатам. И пишем, до сих пор, если мы говорили многое, так что смотрите, что у нас получается, что в законе о ТО Гагаузии номер 66-28/3 от 10.07.2007 года, то есть закону о телевидении и радио Гагаузии 2007 года, установлено, что заработная плата председателя компании составляет 4500 лей. Директоров телевидения и радио на 10% меньше, или 4050 лей, так? Фактически получается, что в штатном расписании за 2014 год установили себе заработную плату директора, председатель компании и так далее в обход решения наблюдательного совета. Председатель компании 9213,75 лей, директор ТВ 8732,31 лея, директор радио 9082,12 лей. Дальше. Не из-за этого ли весь сыр-бор, все крики и так далее? Что мы хотим сделать прозрачным, чтобы датируемые суммы, финансы, кто бы их ни получал, были видны. Наблюдательный совет, кто бы там ни был, утвердил – делает, не утвердил – не делает. Через каждые 3 месяца должно висеть
любой должен читать на сайте или на компании, или в экспресс-каноне, должен читать, если захочет, если он захочет, что должно быть открыто. Вот куда потратили, сколько потратили и так далее. Мы это хотим делать, этого и боятся все. Потому что здесь в счетной палате указано, что даже тендеры проводилось, одни и те же закупки, одни раскрывают, другие просто закрытые 2 раза и платят 2 раза, неизвестно куда и уходят. При наличии аппаратуры для снятия каких-то сюжетов, программ в ГРТ, телевидении, заключают контракты, перечисляют деньги, кто-то снимает им. Даже отмечается это же. Это нонсенс. Это говорит о том, что отмываются деньги или пилятся, как говорят. Дальше. Таким образом, в 2014 году среднемесячная заработная, мало того, премии выдавались руководящему составу не один раз, как предусмотрено Трудовым кодексом Республики Молдова, а до 4 раз, в основном 2 раза. Смотрите, таким образом, среднемесячная заработная плата из расчета усредненного количества рабочих дней в месяц 27 составила председатель компании 11 505,9 лей, директор телевидения 7 932,3 лея, директор радио 10 135,5 лея. Следует также отметить, что на зарплату указанных 3 должностных лиц в 2014 году было начислено в общей сложности 289,8 тысяч лей, что составляет 11% от всей суммы заработной платы в целом по КГРТ. Не из-за этого ли весь сыр-бор? Что это раскроется, этого больше так не будет. А я не хочу, чтобы больше так было, потому что это наши деньги. Проверка установила, что система оплаты труда ОК ГРТ в части начисления дополнительных выплат и надбавок является непрозрачной. Установление конкретных размеров заработной платы отдельным сотрудникам без установления четких и понятных, в том числе работникам компании, критериев оценки вклада в деятельность компании порождает и поражает риски несправедливого распределения вышеуказанных надбавок. Наблюдательный совет не рассматривать, не представляется наблюдательному совету для рассмотрения. В отношении при оформлении на работу председателя компании, директора ТВ, радио и заключения с ними индивидуальных трудовых договоров до сих пор председатель компании, директор не заключили трудовые договора. Как можно тогда тратить деньги, если отказываются заключать и не заключили? Да. Если ее допустили на работу, она уже по Трудовому кодексу человека, если допустили, он выполняет обязанность. Но заключать-то договор обязан, потому что дальше уже идет растрата денег и так далее. Так, еще один момент, и потом, пожалуйста, я бы хотел здесь, хочу привести, чтобы больше мы не... я в конце отметил. Тут очень много, я не хочу это, я просто... Так вот, еще 2 момента приведу, а потом перейдем к вопросам. И вот я говорил про договора. Написано, что в ряде договоров не был представлен расчет стоимости услуг и медиаплана на размере рекламы в эфире. Не составлен на составление медиаплана можете исказить сумму окончательной платы, что и делается, так как стоимость 1 минуты рекламы, согласно прайс-листу, на телевидении варьирует от 120 до 400 лей за минуту, и от 50 до 90 лей за минуту на радио. В зависимости от времени вещания. Например, договор номер такой-то от 15.04.2004 между ОК ГРТ и ИЭМ Молчел и так далее. И неизвестно, как они идут. На запрос от главного бухгалтера поступило, что договор о материальной ответственности отсутствует. Даже у главного бухгалтера она отказывается подписывать. И последнее, что отмечает счетная палата, характерно, мы говорим о том, что я прошу просто обратить внимание, что законом определено, что 4500 лей
не должностной оклад, как говорят, основная заработная плата, не должностной оклад, а заработная плата, то есть все надбавки, прибавки и так далее, 4500 плюс один оклад материальной помощи в год согласно Трудовому кодексу. Так закон гласит. Мы новым законопроектом или в новом варианте законопроекта вот этот день мы распределяем обязанности, все как, чтобы это варьировалось, чтобы никто не мог, кто бы ни пришел. Я приду, другой придет, третий придет, там будет, там. Но в законе написано, так и должно быть. Тогда будет порядок. Если мы будем соблюдать законы и исполнять, только тогда будет порядок. Смотрите, что написано. Справочная информация. Пишет справочная информация, подписывает Шевернов, Соколы, Георгица и так далее. Но не подписали еще. Они составили, написано, настоящий отчет составлен в 2 экземплярах, один из которых вручен председателю КГРТ госпоже Харламовой. То есть вручено. Я, когда получил его, отправил от имени нашей комиссии, чтобы получить отзыв на это отчетной палаты и госпожи Харламенко. И я направил, потому что отправили на нашу комиссию, чтобы мы ее будем рассматривать перед сессией еще. Значит, у нас сессия во вторник, значит, максимум в понедельник мы должны рассмотреть ее. Смотрите, что справочная информация написана. О начислении заработной платы за сентябрь 2013 года председатель компании госпожи Харламовой. Я не рассматриваю вопрос о том, что спорные вы уходили в командировку, не вы уходили в командировку. Я не хочу это грязь не хочу рассматривать. Я хочу факты рассмотреть. Вот смотрите, справочная информация. 20 сентября 2013 года была избрана на должность председателя компании госпожа Харламенко. За сентябрь месяц 2013 года, согласно табели учета рабочего времени, А. Харламенко было начислено за 2 рабочих дня 877,50 лей. Кто из вас получает 870 лей в месяц? С 23 по 28 сентября, то есть 5 дней получается, да? Согласно вызову в Академию публичного управления при президенте РМ за номером 16-01-266 до 28.08.2013 года был издан приказ номер 37 госпожи Харламенко от 23.09.2013 года о предоставлении учебного года. За 6 дней было начислено ей и выплачено 940 рублей. Лей, пардон. Всего за указанный период, вот за это время, 2 дня и вот за эти дня 1817 лей. И куда мы смотрим? Конечно, будут возмущаться, что почему делается УК ГРТ рушит. Да никто не рушит УК ГРТ, ребята. Когда, кто вчера участвовал, я не знаю, кто вчера участвовал там в передаче в другие дни, но посмотрите, у нас не будет, кто читал, скажите, кто последний, кто после 22-го, когда опубликован, кто читал до конца его, нормальный законопроект? Я вас попрошу, если не читали, внимательно прочитать его до конца. Особенно обратите внимание 31-ю, 26-ю, статьи и переходные положения. Вот в переходных положениях, я читаю вам переходные положения, чтобы вы не говорили, что вы тратите миллионы и так далее. Компания продолжает существовать. И вопрос еще не рассмотрен до конца с заявлением радио, но не знаю, пока мы оставляем его так, как есть. Но будем, потому что зарегистрировано, получено, мы должны рассмотреть, встретиться с коллективом, рассмотреть, но пока оно идет так. Компания остается. Никто не говорит, что вышвыривает. Да, я говорил, что есть, согласно трудовому закону, трудового кодекса, если идет в этом направлении, все должны быть за штатом и так далее. Но когда люди не читают, комиссия пришла к выводу, что нужно сделать. Вот что. Читаю. Наблюдательному совету ОК ГРТ, избранным в соответствии с требованиями норм закона о ТО Гагаузии, от линии радио номер 66, 2007 года, с изменением дополнительно приобретает статус наблюдательного совета общественно-вещательной компании ГРТ, о чем говорили господин Добров и другие, что бренд сохраняется. ГРТ Гагаузия. Права и полномочия и обязанности предусмотрены настоящим законом. Этому наблюдательному совету привести свои нормативные акты, структуру, штатное расписание и так далее,
в соответствии с этими нормами закона. Положение функционирования компании, положение в оплате труда. И В. С соблюдением требований норм Трудового кодекса, что касается именно ГРТ. Потому что закон регламентирует не только ГРТ. Еще раз говорю, закон регламентирует телерадиовещание все вообще в Гагаузии. И в том числе и кабельное телевидение регламентирует. С соблюдением требований норм Трудового кодекса Республики Молдова провести аттестацию руководящего состава компании, указанного в части 2 статьи 31 настоящего закона, на соответствие к требованиям, установленным настоящим законом. После этого Народному собранию в трехмесячный срок привести состав наблюдательного совета общественная вещательная компания ГРТ ГГУ в соответствии с требованиями статьи 32 настоящего закона. То вероятнее всего, что полностью переизбирается полный состав. С этого исходит так. Но во всяком случае, это общественная компания, учитывая, что Народное собрание становится учредителем этой компании, Народное собрание собственник всего имущества, передает его в оперативное управление ОК ГРТ, которым будут пользоваться не только ОК ГРТ, но и другие общественные вещательные организации, которые расположены на территории Гагаузии в соответствии с законом, другим уже. Если мы говорим, поэтому я очень прошу всех вас, вы представители средств массовой информации, когда вы говорите о том, что что-то делается, говорите или подсказывайте, что данный закон не только в общественной компании телерадио Гагаузии, а этот закон еще и о других вещательных организациях. Потому что в статье записано, что наблюдательный совет осуществляет контроль только за общественным вещательным органом, но не за другими. В статье 1, по-моему, это зафиксировано этого закона. Чтобы далеко не ходить, ага, 3. Да, первый додомофон. Да, тянно. Пункт Б. Статья цели, задачи, сферы применения. Пункт Б. Части 1, статьи 1. Пункт Б. Осуществление посредством наблюдательного совета общественного контроля за деятельностью общественных вещательных организаций, а не за других. Оно не может вести наблюдательный совет контроль за ЕНИАЙ, к примеру, АТВ, там, радио других и так далее. Оно может вести только контроль за компанией ГРТ, которая есть пока радио и телевидение. Как потом будет, не знаю, но пока оно есть, оно так и будет. Пока так стоит.